Эльвира ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Өзіңіз жайлы толық ақпарат берсеңіз. Мгм. Менің есімім Эльвира болады. Осы өмірге әрбір адам бір нәрсе үшін келеді, негізі. Мен де осы өмірге келдім, бір мақсат жету үшін келдім осы өмірге. Өз туралы айтатын сөзім бар. Ең бірінші, мен мамам болам, иә? Менде 3 балам бар, жұбайым бар дегендей. Көбінесе балалармен жұмыс істеймін. Көбінесе мені балалар психолог ретінде қабылдайды адамдар. Бірақ ең бірінші адам келгенде ол ата-аналармен келеді, подросткалар негізі. Сол кезде мен ата-аналармен де жұмыс жасаймын. Өз туралы айтатын сөз бар. Мен арт-терапевт боламын, коуч-мотиватор, НЛП практик, телесно-ориентированный терапевт, МАК-консультант. МАК-консультант ол метафорический ассоциативный карта дейді. Ең жақсы сондай ол нәрсе. Негізі ол 2-3 консультация заменяет. Сол. Тағы бір айтатын сөзім бар. Табысты адамдар психологқа келеді. Соны біліңіз, иә? Мұны есте сақтаңыз және өзіңізді ең жақсы нұсқаға айналдырыңыз. Тамаша, рахмет сізге. Что вы скажете насчет профориентации? В наше время молодежь и даже взрослые иногда ошибаются в своей профессии. Что посоветуете, что вы скажете насчет этого? Профориентация на сегодняшний день является очень-очень актуальной задачей каждого подростка. Психологически ребенок к 9 классу, он уже определяется с профессией. Но зачастую, вот работая в колледже, работая с подростками, когда я задаю вопрос, как вы пришли вот на эту специальность, менеджмент или маркетинг, многие подростки говорят, родители сказали, иди сюда, и я пошел на эту профессию. Буквально единицы говорят, я сам выбрал эту профессию в связи с тем, в связи с этим. Вот. Изначально, когда я работаю в психологическом клубе, работаю с подростками, самая главная задача, на которую даже элементарно не могут ответить дети, это кто я. Обычный вопрос, кто ты? И не могут дать ответ полный. В связи с чем это связано? Связано с тем, что человек теряет свою целостность. То есть изначально мы все приходим целостны в этот мир. Но в процессе того, что есть влияние в том же детском садике, воспитание от родителей, предположим, школа, колледж, институт, все оставляет свой отпечаток. И мы теряем свою целостность. И на вопрос «кто я?» не могут дать вразумительный ответ, буквально единицы говорят. И если человек не понимает своего, понимания, кто я, то есть я концепции, получается, конечно же, ему сложно определиться, кем он хочет быть. Вот. И в связи с этим, получается, в 9 классе, в принципе, формируется полное представление того, именно, кем он хочет быть. Для этого есть прекрасные тесты по профориентации. Есть 3-этапные, 5-этапные. Они дают более подробное представление, именно понимание, предпочтений ребенка. Как могут помочь, в свою очередь, родители? Родители могут помочь тем, что непосредственно ребенок, когда младший школьный возраст, отдает его на кружки, предположим, кто-то на плавание дает, кто-то на теннис отдает, и в связи с этим, как раз ходя на кружки, ребенок понимает, что его, что не его. Танцы, предположим, хор, пение, это тоже очень помогает. Я, например, своих детей тоже отдавала. Вот у меня старший сын, он у меня ходил и на дзюдо, он у меня ходил на плавание, он у меня ходил на шахматы, на домбру, И эти навыки, они, конечно же, пригодились в его жизни. Кстати, хочу сказать, все гениальные люди играют на фортепиано, именно задействованы 2 полушария. Также и на домбре. И все, кто играют, у них, получается, развивается 2 полушария, и у них больше возможности добиться успеха. То есть в связи с тем, что развиты именно 2 полушария мозга. На это тоже стоит обратить внимание. Поэтому задача родителей понять, в чем скрытый талант ребенка и направить в правильное русло. Относительно профориентации хочу также заметить, что существует понимание человек-человек, такие профессии, человек-техника, человек, что там еще, получается, человек-техника, человек-искусство,
И каждый должен выбирать, да, какую профессию он хочет выбрать. Предположим, человек-человек– это больше социальная работа, да, тут важно развитие эмпатии, это те же врачи, педагоги, да, вот. И благодаря тестам, опять же повторюсь, можно определить именно, как сказать, предназначение ребенка и его интерес. Это очень важно. А в каком формате проходит этот тест? Тест проходит в разных вариациях. Есть специально у нас профилирующие, в принципе, даже в учебных заведениях проводят этот тест. В принципе, каждый может даже в онлайн-формате сдать путем, значит, через интернет, да? Вот. То есть вариантов очень большое множество на сегодня. А что вы скажете про гаджетоманию? Вот сейчас дети очень страдают этим актуальной проблемой. Все верно. Гаджетомания – это, можно сказать, бомба замедленного действия. Честно скажу, в наше время не было этой зависимости. Я помню, мы бегали с утра до вечера на улице, значит, буквально на час забегали посмотреть значит, телепередачу какую-либо, да, или мультик, и обратно выбегали. И у нас очень была сильно развита эмпатия, мы очень сильно развиты социальные навыки, общения. Это было очень хорошо развито, у нас было много друзей вот, в плане этого. В данный момент родители, получается, неосознанно приходят с этой проблемой гаджетомании, да, не осознавая того, что они сами подтолкнули так или иначе к этому своего ребенка. Как получается? Сегодня мама какой образ имеет? Да? Мама имеет образ, можно сказать, деловой женщины, занятой женщины. И чтобы как-то вот все успеть, да, в эпоху, да, такого получается, как сказать, развития, да, сильного, конечно же, ей легче дать соску. Это называется правильно, виртуальный сос. Вот они дают соску, и ребенок как бы он посиживает. Он раз притих, и кажется, все прекрасно, я успею свои дела какие-то по дому сделать. Но они не понимают, что этим самым они делают созависимость. То есть ребенок, он реально, получается, как вот наркоманит, то также идет, получается, зависимость от гаджета, да. И поэтому какие рекомендации я дам основные родителям, которые уже так или иначе столкнулись с этим? Прежде всего, ограничить доступ, да, к гаджетам. Есть такой прекрасный, значит, инструмент, как родительский контроль. Вот. Его тоже можно ставить, в принципе, и ребенок понимает, он, например, может поиграть, предположим, около часа. Некоторые родители идут на крайней меры просто забирают, абсолютно решают, отключают интернет, забирают все гаджеты, да, все вот эти девайсы. Не совсем правильное решение, это не совсем правильное решение, абсолютно. Стоит просто ограничить, да, чтобы ребенок, как сказать, привыкал к тому, что, предположим, ему дается гаджет, но только на время. И, в принципе, я думаю, никаких проблем с этим не будет. Ну и, конечно же, все-таки больше внимания уделять самому ребенку. Вот, больше с ним проводить время, гулять, играть, на какие-то, может, вот на танцы вместе записаться, да, маме с дочкой нужно. Если это папа, могут вместе ходить там на плавание или еще что-то. Как-то именно забить доступ ребенку, чтобы ему было интересно. Почему он уходит именно как сказать, в гаджеты, в игры? Почему? Потому что не хватает внешне, получается, внимания, и он уходит в свой виртуальный мир. Поэтому здесь, конечно же, необходимо составить график, составить расписание, выработать систему в семье, и тогда, конечно, с этой проблемой можно спокойно, как бы, сказать, разобраться и решить ее. Даже сказала, не проблема, а задача, которая предстоит вот именно решить для родителей. А вот как гаджетомания влияет на будущее детей? На будущее, вы знаете, сейчас очень сильно распространен, Мольдер, именно цифровой аутизм, к сожалению. И этот диагноз, он реально подтверждается очень часто. Получается, в связи с тем, что ребенок зависает вот в гаджетах, у него не развиваются доли мозга, да, определенные доли мозга, продолжим, как я говорю, левое и правое полушарие, они, конечно, ограничиваются в развитии. И в связи с этим развивается цифровой аутизм. И поэтому я считаю, что с этим тоже надо также работать при помощи специалистов, если родители сами с этим не справляются. Отлично, спасибо за ответ. А что вы скажете насчет работы со страхами? Страхи есть у людей, всех, что вы скажете? А вообще страх, этого чувства не надо бояться, на самом деле. Страх, он нас всегда от чего-то, получается, уберегает, если так разобраться. Страхи есть у всех. Но надо понять первоисточник страха. Это что? Это тревожность. Спросите, что такое тревожность? Да? Тревожность, чем отличается тревожность от страха? Вот такой вопрос. Хотите, дам ответ? Давайте. Смотрите, тревожность – это чувство, которые возникают у нас, и мы не можем понять объект, на что оно направлено. Да? То есть возникает тревога, и мы не можем понять, в связи с чем мы тревожимся. Страх отличается от тревоги тем, что страх у нас конкретно понятно, что
страх, да, предположим, страх перейти дорогу, страх там машины, страх прыгать с высоты. Это уже конкретно понятный объект. А тревожность, он все-таки не нацелен на предмет. Это такое чувство беспокойства какого-то. Вот. Существуют такие аутентичные чувства, как я и говорила, гнев, печаль, радость, да, страх. И, значит, если разберем именно страх, то это получается первая ступень, именно тревожность. Вторая ступень по этому лифту, да, аутентичных чувств, идет именно, получается, страх. А последний уже ужас. Чтобы мы можем как бы ориентироваться и понимать, что с нами происходит. Если у нас есть какая-то тревожность, то мы, получается, должны проработать ее. Если мы с тревожностью не работаем, у ребенка дальше приходит страх, потом уже ужас. Поэтому родители должны сразу замечать, если ребенок тревожно себя ведет, если ребенок уже поменял поведение, вот на такие признаки стоит обращать внимание и, конечно же, обращаться к специалистам. Специалисты, в свою очередь, проработают тревожность и страхи, и ребенку будет намного свободнее и легче дышать и жить в этом мире. То есть, если это даже прорастет до ужаса, то можно, да, проработать? Конечно, можно. Если хороший специалист, он всегда проработает. Отлично. А в наше время сейчас суицид очень актуально. Особенно среди подростков и мам, которые остались одни и так далее. Как это можно решить? Что вы посоветуете? Знаете, конкретно, конкретно одной пилюли какой-то дать, сказать, вот такая вот, как сказать, правильно, как выразить, да. Ну, то есть одного конкретного решения не могу дать, понимаете? Потому что суицид – это на самом деле действительно бич нашего времени. Если мы ранее занимали 4-е место в мире, да, по суициду, то сейчас, если не ошибусь, 3-е или 2-е место даже. И вы знаете, работая с подростками, ко мне очень часто приходят с этим запросом. И, конечно же, обычному человеку непонятно, откуда, вроде бы интеллигентная семья, все хорошо, одеты, обуты. Что еще надо, почему ребенок такое совершил, да, с собой? И если вот копаться как бы глубже и понять, да, откуда все-таки первоистоки, есть такое понятие, как базовые потребности. И родители считают, он роль родителя выполнил, но это абсолютно не так, в корне неверно. Есть такой прекрасный тест по арт-терапии. Именно я провожу очень часто, именно по выявлению, удовлетворены ли базовые потребности ребенка, и там сразу все видно. Вот, поэтому